Все, я включил запись, и мы продолжаем тему. Показываю рабочий стол свой. Так, итак, я тему условно назвал вчера, точнее говоря, киже, вчера. Глагол прошедшего времени с аффиксами ган-ген, хан-кен, ан-ен. Ну, вы помните базовое фундаментальное правило. К звонкому звонкое, к глухому глухое. Всегда помните, это фундаментально всегда везде работает. То есть к корню на звонкую основу всегда примыкает звонкое согласное. С корнем на глухую основу, на глухое согласное, всегда примыкает глухое согласное. Ну и в данном случае ганген примыкать будет к звонким, ханкен ко всем глухим, аньен ко всем гласным. Вот основное правило. Но парность вы теперь понимаете. Еще раз повторю. А, О, У, И – это гласные твердого ряда. Ü, И, Е – гласные мягкого ряда. Ну, в общем, мы повторили фундаментальное правило. Ну, поехали. Эти глаголы вы уже должны знать, потому что я как бы совсем новый глагол еще не даю. Как бы должны запомнить, как мне кажется. Так, ну и поехали. Пар. Иди. Парган. Видите, да, на твердую основу, на звонкую. Ган, звонко согласно. И по твердости парган, да. Парган. Шел. Кер, смотри. Керген, смотрел. Ит, делай. Ит, кен, делал. Сарна, пой. Сарнан, пел. Вот смотрите, обратите внимание, сарне заканчивается на гласное, на а, и примыкает аффикс с гласным началом. Сарнан, и получается 2а. Сарнан пел. Пас, пиши. Пасхан, писал. И тут тоже заметьте, пас заканчивается на глухое согласное и примыкает на глухое согласное х. Да, хан. Пасхан. Дальше. Тогн, работай. Тогнган, работал. Пызр, вари. Пызрган, варил. Сагн, думай. Сагнган, думал. Тусте, соли. Это новый глагол. Этого глагола раньше не было. Тус, буквально соль. Тусте, соли. Тустан, солил. Видите, тусте заканчивается на гласную, поэтому примыкает гласная. Тустан, напишется 2а. Угрен, учи. Угренген, учил. Ну, я тут даю пока один пример, фразовый пример. Мин киже тогсха паргам. Но вы помните, наверное, мин я, киже вчера, тогс работа, тогсха на работу, паргам. Так, паргам. Вот здесь смотрите, ган и примыкает аффикс первого лица. Я вчера пошел на работу. В общем, давайте мы так сделаем. Ваше домашнее задание будет заключаться в следующем. Вы должны будете прописать те знакомые глаголы, которые вы знаете в прошедшем времени. Вот с этими аффиксами. Вы должны будете это где-то у себя сделать, но было бы хорошо, если бы сделали в группе на Facebook. Так, ну поехали дальше теперь. Разберем следующий текст из газеты Хабар, традиционно возьмем, да, и посмотрим, что они предлагают. Тема Сбербанк, ипотека же ставкаларна тысячи. Тема актуальная, мне кажется, тема кредитования. Ну, кому как, конечно, но тем не менее. Давайте посмотрим. Сбербанк, ипотека же ставкаларна тысячи. Вот смотрите, казалось бы, да, все слова знакомые, ну, кроме тысячи. Но все-таки, что означают вот эти аффиксы? Сбербанк, ипотека же. Вот этот же означает по ипотеке. Ставка, корень слова, лар, множественное число, ларны, ставки по ипотеке. Тюзер означает понижай, тюзерше понижает. Сбербанк понижает ставки по ипотеке.
Москва. 1 октябрьден на турдағы, давайте я сейчас тут немножко увеличу. 1 октябрьден на турдағы квартираны ипотека 7% пасти ставка же алырға шарир болыр. Тузылынысты болған квартираны 6% пасти. Сбербанк ипотека кредиттерінже ставкаларны түзірше. Андық искірі берілген кредит бірігізінің пресс-релизінде. Ставкалар ортамақты 0,3% түзірілер. Сбербанктың танының 6% ставкалы ипотека кредитін шал ақшызын оларды алшатқан клиенттер. Идек шит сөбірі. Скидка 0,3% надым клик акцияларының араласшылары алып болырлар. Ну и давайте теперь будем переводить. 1 октябрьден на турдағы квартираны ипотека 7% пасти ставка же алырға шарир болыр. Давайте мы пока на этом закончим. Да. Шарир полар. Шарир можно. Полар будет. Можно будет что? Алырға. Албери. Алырға взять. Взять можно будет. Что можно будет взять? Ипотека. Так, сейчас так. Так, ставка же так. Тут подлежащего нету, то что интересно, да? В общем, смотрите, можно будет взять около 7,3% ипотека на ипотеку. На ипотеку 4% пасти, начиная с 7,3% ипотека на ипотеку можно будет взять. Что можно будет? Ставка же, ставки. Ну вот ставка же, наверное, можно будет как за подлежащее взять, да? Так, с 1 октябрьден, с 1 октября на турадағы. Тура буквально дом. Турадағы на дому. На каком? Новом. Квартираны. Квартиру. Вот получается, с 1 октября на новых домах квартиру в ипотеку 7,3%, начиная с 7,3%, ставку можно будет взять. И дальше. Тузалынысты болған квартираны 6% пасти. Тузалынысты болған. Тузалыныс означает пользование. Тузалынысты в пользовании. Полган был. Квартираны, квартиру. В пользовании. Если квартира была в пользовании, то тогда 6% пасти, начиная с 8,8%. Ну вот, с таких ставок можно будет взять квартиру, которые были в пользовании, да. Дальше. Сбербанк ипотека кредит терінже ставкаларны түзірше. Давайте пока вот первое предложение разберем. Түзірше опускает, түзір опускает, түзірше опускает ставкаларны, ставки. Кто опускает? Сбербанк. Ипотека кредит терінже. По ипотечным кредитам. Вот получается, Сбербанк по ипотечным кредитам ставки понижает. И дальше. Андық искерік берілген кредит біргізді пресс-релизінде. Берілген тут глагол. Был дан. Беріл давайся. Берілген был дан. Искерік сообщение. Искерік берілген. Было дано сообщение. Какое сообщение? Андық. Переводится как такой. Такое сообщение было дано. Кредит біргіздің пресс-релизінде. Пресс-релизінде в пресс-релизе. В каком?
кредитном... Пригыс это, получается, отдел. В отделе кредитном. То есть в пресс-релизе кредитного отдела было дано такое сообщение. Ставкалар ортымахти 0% түзерилер. Опять ставкалар, да, уже знаете, наверное, ставки. Түзерилер будут понижены. Ортымахти, ортымах средний, ортымахти в среднем. В среднем на 0,3%. Ставки в среднем 0,3% на 0,3% понизятся. Сбербанктың танинан 6% ставкалық ипотека кредитін чал ақшысын олырда алшытқан клиенттер. Идек шитсе бір скидка 0% на дом клик акцияларының аралысшылары алпуларлар. Вот тут глагол алпулар сможет взять. Алпуларлар смогут взять. Кто смогут взять? Аралысшы, аралысшы, участник, аралысшылар, участники, аралысшылар так. Участники чего? Акцияларның. Акциялар, акции, акцияларның акции и название акций. Какие акции? Щит Сёбера, молодая семья, щит молодой, Сёбера семья. Или скидка 0,3% на дом клик. Но тут уже не переводили, просто название ставки оставили. В общем, участники вот этих вот акций смогут взять пониженные проценты, получается, да. Сбербанктың танинан. Что означает? Таных – это отметка. Танинан по отметке, по замечанию. Сбербанктың по замечанию Сбербанка. По замечанию Сбербанка. Так, тут что? 6% ставкалық кредитін. Вот, 6% кредитін, кредит на 8,8% ипотечных ставок. И дальше, кто может взять? Шал ақшысын оларды алшытқан клиенты. Могут взять клиенты. Какие клиенты? Шал ақшы з, это означает зарплата. Шал ақшы. Шал буквально найм. Ақшы – деньги. То есть те, которые получают деньги по найму, ну, зарплату. Оларды, у них, имеется в виду в Сбербанке. Алшытқан клиенттер. Ну и в общем перевод получается следующий. Сбербанктың танинан по отметке по замечанию Сбербанка 8,8%, то есть процентную ставку кредита на 8,8% могут взять те клиенты, которые получают зарплату в Сбербанке, а также идет также, тут название акции идет, щит Сёбера, молодая семья, скидка, да. Акцияларның аралысшылар, участники вот этих акций могут взять. Ну вот такое было сообщение. Это у нас хабар за 4 октября, вот в прошлую неделю. Так, ну и давайте мы сейчас в завершение традиционно следующую сказку разберем. Так. Орынды япсақты пискізі алтын тұрша. Перекискіні. Орындай, ну уже традиционный орындай. Апсах старик. Так. Пискізі. Ну пискізі уже знаете. Пис 5. Кізі человек. Алтындыр. Алтын тұрша. Алтындыр буквально алтынырға, есть глагол такой. Когда человек садится на лошадь, он говорит алтын, садись на лошадь, значит что-то нужно оседлать. Вот алтынырға, оседлать. Да, пискізі алтын тыша. Старика орындай 5 человек на что-то вот, ну, вот, поднимают и что-то им, куда-то его садят, да. И перек кисканы, отгадка, перек кисканы, перек буквально шапка, кис одевай, кисканы одевание, одевание шапки. Ну понятно, вот пискизи 5 человек, это 5 пальцев, да, 5 пальцев берут и вот эту шапку, да, и на голову надевают. Ну, вот этот процесс как бы вот загадывается таким образом. 5 подручным не привыкать, старика ранды на трансажать. Но видите, перевод совсем другой, да.
Понятия трона здесь нет, в хакасском языке вообще даже нет. Просто алтын тырша может на лошадь, ну как всегда, алтын тырша это лошадь, имеется в виду, алтын говорят. Только на лошадь можно алтынырга. Больше, ну как бы и не принято было, вот я даже не представляю, что еще можно алтынырга. Но тут перевод, он уже сделан в стиле русского языка, одевание шапки. Дальше. Шылық менің тонымны шылның сурадырлар. Хой хархана. Шылық менің тонымны, шылық теплый, менің мою. Тон это шуба, тонным моя шуба, тонымны мою шубу. Мою теплую шубу сурадырлар. Сур снимай, сурадырлар снимают. Это сурадырлар, тут сурадырлар это аффикс, указывающий на повторяемость действий. Сурадырлар из года в год, шылнан, шыл год, шылнан из года в год снимают. Хой хырхана, хой буквально баран, овца, хрх стриги, хырхана стрижка. Стрижка овец получается, да, овцы. Ну, понятно, что каждый год снимают мою шубу. Да, ну, понятно, каждый год средь бела дня шубы снять спешат с меня. Ну, тут нормальный такой перевод. Ну, вот такую загадку можно загадывать вот, всем, кто знает хакасский язык. Кстати, вот эти загадки, они адекватные. Ну, для меня вот они понятны. Здесь как бы, да. Так, я возвращаюсь в вебинарную комнату. Так. Ну, вроде бы на сегодня все. Мы как-то сегодня очень быстро так. 3 темы небольшие, но прошли. Я хотел бы вас спросить, знаете, о чем? Вообще вот эти занятия, вот все те, ну, те, кто уже посещали, около 10 уроков, по-моему, около 10 занятий прошло. Есть польза какая-нибудь, вот реально польза на самом деле, вот, ну, что-то новое, может быть, запомнили, какие-то фразы, сочетания, вот, можете сказать, чтобы мне понимать, допустим, какова эффективность этих занятий, вот подобных занятий. Польза есть это реально? Ну, и второй вопрос. Вы успеваете просматривать видео, которое я записываю? Там бывает что-то? Вот те видео, которые я записываю, они бывают полезны. Ну, где-то что-то вспомнить, там, пусть на сколько-то минут там прокрутить, где-то какое-то слово вспомнить. Я стараюсь под каждым видео давать те слова, которые тут мы проходим именно под видео. Если вы заходите в YouTube, там можно эти фразы посмотреть вот с этими переводами, которые я там даю. Там же, кстати говоря, можно в YouTube под видео можно комментировать. Вот спасибо тем, кто комментирует там. Ну вот по грамматике, откровенно сказать, вот честно сказать, по грамматике я пока, вот вы сами видите, ну, я не сильно акцентирую на грамматику, хотя, конечно, грамматику, наверное, надо. Но вот, не наверное, конечно, надо давать. Я сейчас тоже готовлю, ну, в общем, серию каких-нибудь видеоуроков сделаю. Кроме того, что я просто начитываю здесь, и мы с вами читаем тексты, допустим, да. Ну, хочу попробовать еще какие-то другие формы. Вот эта форма, которую сейчас провожу, конечно, тут основная задача моя какая. Вы должны слышать реальную такую хакасскую речь. На самом деле, ну, допустим, пока это в моем исполнении, в единоличном получается. Я пока еще не включал новостные ресурсы нашего радио, допустим, да, и нашего телевидения. Но думаю, что, наверное, давайте мы еще где-то месяц пройдем, вот, ну, почитаем, в общем, и тогда будем включать новостные ресурсы. По новостным звучащим материалам там сложновато что будет для меня. Ну, там оно, конечно, время будет больше занимать, потому что там то, что говорит диктор, допустим, надо это просто распознавать, сидеть, в общем, ну, заниматься. Вот. Надо эти слова будет раскладывать. А тут пока, допустим, я сам себе приготовил, и, в общем, как бы проще вот на данный момент. Ну, по песням, я думаю, что мы еще разберем еще несколько песен, там с простым набором слов.
Алжыларым есть одна песня. Алжыларым, в принципе, это тоже такая хорошая песня Александра Саможикова. Я тоже ее пою, мне нравится эта песня. И мы тоже разберем эти слова. И я думаю, что по идее вы можете эти песни где-то исполнять в кругу, допустим, своих друзей, да. Если у вас там со слухом у вас нормально, в порядке, в принципе, можете вот эти слова взять и попеть. Почему бы нет? Мне кажется, тоже неплохо было бы. Ну вот на одном из уроков, я думаю, что мы разберем алжыларым. Алжыларым — это гости мои. Арлыга алжыларым, дорогие гости. Ну вот на сегодня пока все. Спасибо, что вы ходите на занятия, присутствуете. Конечно, желательно было бы, чтобы здесь было человек 15-20, ну, как бы было бы неплохо, мне кажется. Ну, по возможности приглашайте, даже сейчас я тоже как бы делаю рекламу, но думаю, что уже те, кому надо, наверное, уже пришли, хотя не знаю, наверное, многие ли знают, не знаю, вот каков охват аудитории, я пока, честно сказать, не занимался вот подсчетами и активной рекламой такой. Даю пока в социальных сетях и все. Как бы в газете нигде этой информации я не давал ни в Хакасии, ни у себя в Хабаре, пока этого не делал по обучению. Ну, алгыс болсын, спасибо. До следующих занятий. Таңдыға шитірі, до завтра, также в 8:30. Так, словарь по хакасскому языку есть, я вам... Так, сейчас, подождите. Так. Хакасско-русский словарь онлайн. Его можно... Сейчас, подождите. Так, я вам ссылку. Сейчас ссылку отправлю. Так, вот. Так, хакасско-русский словарь. Что-то у меня не запускается, там не... Вот этот словарь хакасско-русский. Хакасско-русский словарь, он... Ну, это последний новый словарь, которым пользуются сейчас все. И специалисты, и все, кто изучает хакасский язык. Это авторитетный словарь от Хакнияли. Таңдағы шитірі до завтра в 8:30 паза туғасқанша. Анам жоқтар.